Более 93 миллионов рублей поступило в бюджет Гулрыбского района за первое полугодие. Это на 42,7 миллиона рублей больше запланированного, сообщил глава районной администрации Саид Харазия на собрании актива, посвященного итогам работы за первое полугодие текущего года. Собственные доходы районного бюджета составили 114 миллионов рублей. Входная часть бюджета за первое полугодие 2025 года выполнена на 128%. При плане 150 миллионов 630 тысяч рублей фактические поступления составили 193 миллиона 380 тысяч рублей. Из них собственные доходы составили 114 миллионов 470 тысяч рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года больше на 56 миллионов 690 тысяч рублей. Расходная часть бюджета за отчетный период выполнена на 94%. При плане 183 миллиона 985 тысяч рублей фактические расходы составили 173 миллиона 585 тысяч рублей, что больше на 16% расходов за аналогичный период 2024 года. Открытие международного аэропорта Сухум существенно увеличило налоговые доходы в районный бюджет, констатировала глава местного финотдела Лаура Ачба. Только за первое полугодие аэропорт принес около 45 миллионов рублей, сообщила она. Налоговые поступления от организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах и территории аэропорта, составили около 45 миллионов рублей, что составляет 40% от собственных доходов бюджета. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог, удельный вес которого составляет 71%. За отчетный период 2025 года из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям. Для крестьян и арендаторов района год начался неблагоприятными погодными условиями, поэтому к весенним полевым работам приступили с опозданием. По словам агронома Управления сельского хозяйства и продовольствия Гулрыбского района, чтобы обеспечить население необходимым количеством кукурузы, нужно увеличить посевы в 3 раза. Из бюджета района на организацию вспашки семьям погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделено более 500 тысяч рублей. Продолжается выдача крестьянам ядохимикатов для лечения сельхозкультур. На данный момент в Гулрыбском районе установлено 2432 прибора учета. Охват по району 26%. Растет и собираемость платежей. За полгода она выросла почти в 2 раза. О состоянии электрохозяйства в районе рассказал начальник филиала «Энергосбыт» Астамур Джинджолия. За первое полугодие 2025 года было начислено за потребленную электроэнергию 106 миллионов 937 тысяч рублей. За аналогичный период 2024 года было начислено 120 миллионов 866 тысяч рублей. Оплачено в 2025 году 44 миллиона 982 тысячи рублей. За аналогичный период 2024 года оплата составляла 30 миллионов 151 тысячу рублей. Процент оплаты в 2025 году составляет 42,6%. За аналогичный период 2024 года процент оплаты составлял 24,9%. Динамика оплаты по физическим и юридическим лицам составляет 17,7%. По физическим лицам за первое полугодие 2025 года процент оплаты составил 27,9%, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатели района за первые полгода превышают годовые показатели прошлых лет, отметил, подводя итоги совещания, премьер-министр Владимир Делба. Премьер особо подчеркнул успехи района в сфере собираемости платежей за электроэнергию и работе с населением в этом направлении. В целом глава правительства дал высокую оценку деятельности района. Наверное, самое главное, что уже не первый год подряд, и первое полугодие не является исключением, в районе происходят заметные изменения. Причем показатели, которые сегодня были озвучены, они в большей степени они превышают показатели по году предыдущих лет. Это очень знаково, это говорит о том, что район развивается в динамике. Я вот слушал подробно отчет о бюджете и хотел бы, наверное, особенность одну отметить. Что значит, когда есть точка притяжения, что значит, есть, когда опорный инвестор. Один всего лишь опорный инвестор, и за полгода бюджет района изменилась ситуация на 45 миллионов рублей, что сразу позволило решать очень многие задачи, которые стоят
перед районом. Вызовов много. Говоря о сфере образования, Владимир Делба подчеркнул, что с 1 сентября педагоги абхазского и русского языка будут получать надбавку к зарплате в размере 5000 рублей. Также премьер сообщил, что решается вопрос доплат педагогам за классное руководство. Владимир Делба отметил слаженную работу районных спасателей в предупреждении и ликвидации стихийных бедствий. Премьер поблагодарил актив района за тесную работу с населением с учетом нужд социально незащищенных семей. Ирина Аршева, Фатима Гергия, Раму Камки, Абхазское телевидение.